Пресс-конференция нужна была, потому что, чтобы рассказать, что произошло. У Сергея был выбор, участвовать или не участвовать. Его никто не заставлял. Это он взрослый человек, он сам может решать. И для него было очень важно донести в первый же день всю свою боль, все свои эмоции людям. Это живой человек. И не надо осуждать за то, что человек сразу погрузился в работу, потому что это тот момент, когда люди хотят видеть, люди хотят слышать, и все глаза всего мира направлены на Беларусь, и он просто этим моментом понимает, что привлечет внимание к нашей стране. Поэтому не понимаю я на самом деле этих дискуссий, человек сам решил. И я очень рада, что были и другие политзаключенные. Это не была встреча только с Сергеем. И все смогли поделиться и болью своей, и своими переживаниями, и опытом этим ужасным. Поэтому нужны пресс-конференции, нужно привлекать внимание людей к проблемам. Я думаю, что эту пресс-конференцию смотрело много людей из Беларуси. И мне говорили, что в Беларуси так радовались освобождению этой группы людей, чуть ли прям не открыто, и шутки про шампанское. И, возможно, это было тоже, знаете, напоминание белорусам, у которых, может быть, нет родных в тюрьмах, и тоже иногда можно забывать, что происходит в застенках режима, и это было такое яркое, живое, очень эмоциональное напоминание, что, ребят, все продолжается, вы, может, не живете это каждым днем, как живут те, у кого родные в тюрьмах, но это есть, и Сергей умеет это доносить, а эти эмоции, которые показал, наоборот, это каждому попало в сердце.